Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і самую галоўную сённяшнюю навіну менавіта з яе мы пачнем наше абмеркаванне з нашим гостцем, палітолагам, старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Добрый день, спадар Каміл. Добрый день, прывітанне всем. Каміль, я пачну менавіта з гэтай навіны. Сёння стала вось буквально пару хвілінаў. Мы з-за гэтага і затрымалі наш стрым, выйшлі пазней, таму што стала вядома, што на волю у выніку перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам выйшлі 52 чалавека, 52 палітвязня. Скажыце, калі ласка, наколькі нечакана вы займаецеся канкрэтна вывучэннем сітуацыі ў Беларусі, з Беларусем звязана беларуска-польскімі адносінамі? Ну і не толькі гэтым, безумоўна, але ваш фокус на Беларусь скіраваны. Наколькі для вас сённяшняя навіна стала нечаканай? Для меня неожиданно стало из-за контекста, потому что только позавчера мы объявили про закрытие границы, потом залетели дроны, о чем уже все знают, и все, наверное, об этом говорили. Все, кому не лень, как говорится, уже стал экспертом по дронам, по всяким беспилотникам и по функционированию границы. И вдруг появляется представитель США, и освобождаются люди. То, что люди будут освобождаться, было понятно, потому что и Трамп об этом говорил, были звонки, Трамп Лукашенко тоже мутно, но все-таки в своем стиле, но говорил, что кого-нибудь освободить. Самым большим сюрпризом стал для меня контекст. Но, возможно, это произошло по инерции. Визит Джона Коул не готовился, не думаю, что он готовился вчера. Об этом Вашингтон, Минск говорили раньше, и так просто совпало. Ну вот вы сказали про контекст, і тут, безумоўна, мы вельмі чакалі ўсе імёны тых людзей, якія выйдуць на волю. І вот у кантэксце менавіта беларуска-польскіх адносінаў я чакаў, ці будуць там два прозвішчы. Гэта Анджэя Пачобута і монаха каталіцкага польскага Гавела. Ці будуць яны ў гэтым спісе на фоне вось і гэтых дронаў, і на фоне шпіёнскіх скандалаў, усяго астатняга? Ці вы чакалі, ці былі нейкія чаканні, што гэтыя імёны зараз будуць у гэтым спісе? Я бы, конечно, очень хотел, но как тоже хочу, чтобы все невиновные люди, все пострадавшие от тоталитарного режима вышли на свободу. Это так по-человечески. Но аналитически я не ждал. Несмотря на моральные ожидания, на то, что Анджей Почобут тоже мой коллега, мы с давних времен знакомы, я хотел бы его увидеть на свободе, но аналитически считал бы это нерациональным, абсурдным с точки зрения режима, к сожалению. Ведь то только что мы объявили про закрытие границы. Лукашенко очень не любит проявлять слабость, отпускать Почобута именно сейчас. Но я бы очень удивился. Это для меня было бы невозможно. Хотя, конечно, это и является мечтой нас всех здесь в Польше. Але, Каміль, уявім сабе такую сітуацыю. Мы ж памятаем, што была раней размова про тое, што адпускаеце Пачобута, а мы тут открываем памежны пераход на мяжы польска-беларускай. І зараз, каб не паказаць сваю слабасць, Лукашенко выходзіць і кажуць: ну вы ж казалі, што адкрыеце памежны пераход, наце вам Пачобута, открывайте. І вот у сённяшняй сітуацыі, калі зачыненыя цалкам усе межы, і раптам мы ў спісе бачым Пачобута, а можа яшчэ і прозвішча монаха. Як вы думаеце, у гэтай сітуацыі якая была б рэакцыя Польшчы? Ці адкрылі б межы?
Граница закрыта в связи с Западом, в связи с учениями Запад, в связи с опасениями по провокациям. Никто не думает, мы рационально думающие люди, у нас есть данные, у нас есть разные информации, но никто, именно поэтому никто не думает, что произойдет нападение. Это очень скромные учения, не крупномасштабные, меньше 10 тысяч, но наши власти опасались провокаций. И поэтому такое решение было принято. Значит, все равно мы бы подождали до конца этих учений. Это, конечно, мое мнение, но я просто пытаюсь придерживаться какой-то логики. Я думаю, что все-таки логический подход может нас спасти в это странное время разных странных событий. No, конечно, reakcja byłaby takowa, что после освобождения Андрея Почобута сегодня, давайте предположим, хотя я не считаю, что он в этом списке, был бы очень удивлен, мы декларируем, что после Запада, если не будет дополнительных каких-то проблем, и во время Запада все более-менее будет нормально, стандартно, по стандартам ОБСЕ и вообще по международным стандартам цивилизованного мира, что откроются те погранпереходы, которые были закрыты, значит, будут закрыты в эту ночь, только что, с четверга на пятницу, плюс погранный переход в Бобровниках, потому что именно он закрывался после ареста, после суда над Почобутом. Но это теория, к сожалению, конечно. Але вы допускаете такі момант, что калі б сапраўды Пачобут вот быў сёння ў гэтым спісе, то ну не сёння, там не заўтра, але по заканчэнню вучэнняў захад адкрылі бы у тым ліку і дадатковы пераход в Бобровниках. Да, я повторюсь, это только моя интерпретация, моя трактовка. Я стараюсь просто придерживаться логики. Раз мы закрыли Бобровники в ответ на суд над Почобутом и приговор необоснованный, очень жесткий, 8 лет колонии усиленного режима, так, два, мы открываем этот погранпереход, когда Анджей находится уже на свободе. Але безумоўна тут можна меркаваць, что так вот, ну не хоча выглядаць слабым там ці показывать слабасць Лукашенко, і таму нікога вот не Анджея Пачобута, ні того ж самага монаха Гавела, ні можа быть там хтосьці яшчэ ёсць з польскіх грамадзянаў у турмах лукашэнкаўскіх не выпусцяць. Але як вы лічыце, ўсё ж таки ці варта чакаць, асабліва пасля выступа начальника генштаба беларускага Муравейкі, які расказаў про супрацу паміж военными беларускімі і польскімі, что яны там нібыта папярэджвалі про дроны, ну уратавалі палякаў фактычна Польшу от расійскіх дронаў і гэтак далей, что гэта ну как бы праява жадання, ну можа быть пачаць нейкі дыялог с Польшай. Бачыце вы ў гэтым вот ва ўсім гэтым нейкія праявы жадання этого дыялога? Я не исключаю, что и военные, и тоже гражданская часть белорусской номенклатуры, может, лично сам Лукашенко, они немножко испугались. Потому что закрытие границы – это уже ядерное оружие, это закрытие всего. Это тоже закрытие транзита, который идет через Беларусь из Китая. А звонки из Китая – это не те звонки, от которых Лукашенко может отказаться. Ни в коем случае. Любую трубку поднимет, если это поступит звонок из Китая, конечно, на надлежащем уровне. И это могло их заставить. Но, с другой стороны, я не думаю тоже, что Лукашенко может оторваться от России и может сделать что-нибудь против интересов Кремля. Скорее всего, воспринимаю заявление Муравейка как продолжение этой игры в самую белую и в самую пушистую Беларусь. То, что мы слышим, что мы видим все время, особенно после конца мая этого года, когда Виктор Хренин, министр обороны, объявил про снижение параметров учений Запад, сокращение количества солдат, отвод войск от западной границы Беларуси, значит, от границы с нами, с Литвой и Латвией. И вот эта игра, которая должна показать Беларусь в другом свете, как самую мирную державу в мире. Ну и, конечно, все проконсультировано с Москвой, согласовано. В Москве это выгодно.
Я иначе не могу себе представить, что Лукашенко начинает в такое странное, сложное время в контексте войны, в рамках такого тесного союза с Россией, свою игру с Трампом, с Западом, и вообще это ведет самостоятельно. Это не укладывается в теперешние рамки. Я працягнуў ось гэтую тэму мяжы і тэму магчымых ну, як могуць змяніцца адносіны паміж Мінскам і Варшавай. Выступаў па лукашэнкаўскім тэлебачанні намеснік начальніка факультэта генштаба ўзброеных сіл военной акадэміі Андрей Багадзель, які пайшоў чамусьці іншым накірункам. Ён пералічыў тое, што адбываецца ў ўзаемаадносінах не толькі з Польшай, але з Польшай найперш, прыгадваючы закрыццё мяжы, а ўвогуле ў адносінах з Еўрасаюзам, і кажа, я цытую: "Я думаю, мы ідзем да разрыва дыпламатычных адносінаў з Польшай. Гэта наступны крок. Магчыма, мне б гэтага не хацелось, але мы ідзем у тым ліку да сур'ёзнага памежнага крызісу, Божа упасі, канфлікту". Як вы лічыце, наколькі верагодна, што дойдзе насуперак таму, што нібыта паляпшаюцца адносіны з Вашынгтонам, але з Варшавай дойдзе да разрыва дыпламатычных адносінаў? Я не думаю, что это случится, но, по крайней мере, Варшава не заинтересована в этом. Все равно мы соседи, у нас есть и технические вопросы, которые вытекают из непосредственного соседства, есть общая граница, и есть меньшинство, и белорусское в Польше, и польское в Беларуси, есть вопросы. И их надо решать посредством дипломатических и консульских каналов. И поэтому нужно присутствие с обеих сторон. Я думаю, что Беларусь тоже видит в этом выгоду дипломатов с обеих стран. И то, что сказал господин генерал Багадель, это, скорее всего, шантаж, это запугивание, что, смотрите, будет хуже, если вы тут не успокоитесь. Дарэчы, калі ўжо Польша пайшла на такі, як вы сказали, ядерны крок, поўнае закрыццё мяжы, то ці напалохае іх вось гэтая пагроза парваць дыпламатычныя адносіны? Ну, значит, мы не угрожаем срывом дипломатических отношений. Это сказал представитель. Да, ну то есть вот Варшаву гэта напалохае? Не думаю. Просто мне кажется, что все равно мы придем к пониманию, что эти отношения, они нужны. Конечно, они в ужасном состоянии, на очень низком уровне. Они нуждаются в улучшении, и надеюсь, что это в будущем случится, это будет. И смогу еще это увидеть при своей жизни, поскольку мне 44, есть такой шанс какой-то. Ну, это шучу, конечно, это должно произойти, но к этому нужны условия. И, например, таким первым условием, смотря на временную перспективу, по времени это спокойный ход событий вокруг учений «Запад-2025», отсутствие грубых провокаций хотя бы, потому что мы должны быть реалистичны, хотя бы, чтобы грубых провокаций не было, ну и без эскалации миграционного кризиса. Это минимум для того, чтобы открыть заново то, что было закрыто, или то, что будет закрыто этой ночью. Это минимум, это первый шаг. Камиль, уявім сабе, ну спадзяемся, што гэтыя перамовы Мінска і Вашынгтона будуць працягвацца. Трамп уже назваў лічбу, што ён чакае вызвалення 1400 палітзняволеных як мінімум. Ну і хай вот сёння выйшла 52 чалавека, можа быть, паступова там праз пэўны час будуць яшчэ вызваленні і па выніку вось гэтая лічба 1400 чалавек там плюс-мінус будзе вызваленая. Атрымаецца, што самае першае і самае галоўнае патрабаванне, якое выстаўляе Еўрапейскі Саюз, вызваленне ўсіх палітвязняў, будзе выканана. І ці не дае гэта магчымасць Еўрапейскаму Саюзу тады сказаць: ну добра, палітвязняў, ну вот как бы нема афіцыйна, можна пачаць размовы з Мінскам.
Да, это будет другая ситуация, я согласен. Отсутствие политзаключенных в Беларуси это будет совершенно новая ситуация. Если это так, впервые с, не знаю, августа-сентября 2020 года, хотя тогда еще официально политзаключенных не было, но были задержанные люди, арестованные, и ну, которых тоже пытали очень жестко. Об этом мы тоже должны помнить. Но все-таки будет впервые такая обстановка, теоретически, если это произойдет, когда будет ноль политзаключенных в Беларуси. Сложно себе представить. Это против логики режима, это против механизмов, которые были запущены еще в 2020 году. Лукашенко тоже об этом не раз говорил, что как объяснить людям, как силовикам объяснить окружению, что мы отказались от этого всего. Лукашенко тоже боится подставлять своих людей, особенно силовиков, которые были замешаны, заделаны в все эти репрессии, пытки. Это сложная ситуация, это там много зацепок, разных взаимосвязей. И поэтому это очень теоретический вопрос. Тоже вопрос, что Лукашенко хочет получить за это. Если за снятие санкций по Беларуси, что тоже не самый последний плюс, не самая последняя выгода, за это освободил 52 человека, а пока мы знаем про такое количество, значит, чтобы освободить 1300 примерно, тоже возникает вопрос, что ему нужно. Отмена санкций по Белкалью? Возможно, да. Но тогда что потом в Клайпеде, например? Как поставлять этот калий, если даже санкции будут сняты? Выгода здесь тоже будет частично, если европейские страны, в том числе Литва, не будут вовлечены в этот механизм. Тут очень много вопросов. И думаю, что этот диалог Трамп-Лукашенко имеет все-таки, все равно, несмотря на сегодняшний оптимизм, энтузиазм Лукашенко, хорошее настроение Джона Коула, все-таки там много ограничений. Ну да, а вот дарэчы цікава, Трамп, ну дакладней Коул заявіў, што здымуцца амерыканскія санкцыі ЗША з Белавія, але ж накладзеныя еўрапейскія санкцыі на Белавія. І што гэта азначае для Белавія, калі бо еўрапейскі ж саюз маўчыць, ён же ж не кажа, што ну раз Трамп здымае санкцыі ЗША, то ўжо тады з Белавія, то і мы тады здымем. То есть, а вот з таким палавінчатым зняццём санкцый что мае Белавия по вынику? Кроме имиджевых побед, Лукашенко действительно может сегодня думать, что его имидж немножко улучшится. Имидж Белави тоже, как авиаперевозчика. Практически это тоже доступ к запчастям к самолетам Boeing. Что важно. Что действительно важно, технически будет проще, будет тоже дешевле получать эти запчасти, ремонтировать самолеты, с чем уже были не раз, не два проблемы. Лукашенко тоже об этом очень часто говорил. И поэтому это есть и плюс. В том числе, тоже мы должны понимать, есть и плюс для России. Но это не секрет, что Россия будет заинтересована в использовании этого белорусского коридора по запчастям для самолетов Boeing. У нее тоже есть Боинги, гораздо больше. И несмотря на китайские, на другие возможности покупки этих запчастей, возможно, из Турции, ну, тут можно догадываться, Беларусь тоже будет полезной. Вот дарэчы, калі пра нейкія там іміджавыя і ўсё астатніе там паляпшэнні для Лукашэнкі, як вы ставіце да словаў, што Трамп зараз легітымізуе гэтымі перамовамі сваімі словамі там зваротамі да Лукашэнкі, там моцны лідар, паважаны, запанкі он сёння падараваў, што ён легітымізуе Лукашэнку? Я был бы очень осторожным с такой оценкой. Лукашенко, конечно, это так представляет, он увеличивает свои успехи, ну, обычно так делал, особенно в условиях дефицита, если другие лидеры и другие страны его вообще не воспринимают как переговорщика рукопожатного. Лукашенко даже рад
встрече с не самым высоким по чину представителем Дональда Трампа, каким является господин Коул, который даже не является человеком на уровне Келлога, который тоже не самый высокий, это не Уитков, это Коул, это заместитель Келлога. Но все-таки Лукашенко очень рад, и я его понимаю, это в условиях дефицита контактов с Западом, дефицита признания, уважения, и он это использует. Он будет говорить о том, его люди, его пропагандисты, мы должны тоже ожидать в ближайшие дни многих сюжетов на эту тему, они будут нас убеждать в том, что Лукашенко действительно легитимизирован. Но это не так, еще рано об этом говорить. Тыя людзі якія вот зараз вызвалены, тыя 52 чалавека, паступова прыходзяць імёны тых, хто быў зараз вызвалены, а гэта і вядомы палітык Мікола Статкевич, і Зміцер Дашкевич, і філосаф-метадолог Мацкевич Владимир, і гэтак далей, журналістка Ірына Слаўнікова. Іх усіх вывозяць з Беларусі. Як вы вот все ж таки як палітолог ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, калі беларусаў, грамадзянаў Беларусі вызваляюць, але машинамі адразу адвозяць на мяжу і выпихивают з краіны? Посмотрим, получится ли всех перевести в Вильнюс. Я только что увидел информацию, что Микола Статкевич отказывается от отъезда из Беларуси. Это действительно всегда был очень принципиальный, стойкий человек, такой стойкий боец, и это в его стиле. Видно, что дух не потерялся за все эти годы тюрьмы. То, что они отправляются, ну что ж, Лукашенко отлично знает, что эти люди опасны в стране, особенно лидеры, выдающиеся, сильные личности, и надеется, Лукашенко надеется, как это было с Сергеем Тихановским, освобожденным в июне, что их отправка за рубеж, ну, в Вильнюс, потому что он ближе всего, но, возможно, часть из них разъедется тоже в Варшаву, куда-то еще, и что они будут усложнять и так все равно сложную картину белорусской оппозиции со своими амбициями, со своими претензиями, разными идеями, что они будут усложнять. Пример Сергея Тихановского, но пока прошли 3 месяца, может, немного, надо подождать дольше, но показывает, что эти надежды, к счастью, не сбываются. Никакого конфликта между Сергеем и его женой Светланой и Франком Вечерком пока публично, я подчеркну, публично мы не видим. А это тоже все-таки хорошо говорит о сознании, о качестве белорусской оппозиции, где, ну, может, не все так плохо, как обычно говорится. Калі вызваленне працягнуцца, людзі ізноўку будуць пераважнай сваёй большасці выпіхивацца, такая прымусовая дэпартацыя будзе адбывацца. Ну, правда, Лукашенко гэтага і не хавае, ён адкрыта зараз вось кажа, што мы іх тут не хочам трымаць, калі там Захад, Трамп, там як ён называюць, збеглыя настаиваюць на іх вызваленні, хай забіраюць да сябе. Ну, а куды забраць? Вільня найперш, ну, Літва найперш і Польшча найперш. Скажите, ласка, на ваш погляд, ці готова, ну, не будем говорить за Польшу, давайте за Літву, за Польшу, польскае грамадства да таго, каб все ж таки прыняць яшчэ гэтых беларускіх палітвязняў? Да, но Польша всегда была открыта и принимала белорусских эмигрантов, политэмигрантов, бывших политзаключенных. Это тоже часть нашей миссии. Если мы сказали «А», значит, осудили Лукашенко еще в 2020 году вместе с другими странами Евросоюза и США вместе, что нарушаются права человека, пытаются люди, и что так не должно быть. Мы должны помогать жертвам режима, и это не меняется.
Мы вот с вами абмяркоўвалі то что чакалі, конечно, хотя бачыце, на жаль, вялікі нема у спісах вызваленых Анджэя Пачобута. Даўні таксама мой добры знаёмы, не один раз быў в эфіры Еўрарадыё, ваш, як вы кажаце, і калега, і сябар. Яшчэ одно імя, калі не браць, там, скажем, палітычных цяжалавесаў, як кажуць, там, скажем, там Бабарыку альбо Калеснікаву, там ці яшчэ каго-небудзь, чакалі вызвалення нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага, праваабаронцу, ну ці, скажем, того ж самага Фядуту, таксама чалавек, якога вельмі вялікія там зараз праблемы са здароўем, але нема. Вот калі казаць пра Беляцкага, як вы лічыце, чаму яго Лукашенко не выпускае? Лукашенко подходит очень цинично к этим вопросам, он торгует людьми, к сожалению. Это расходный материал для него. Это, конечно, грустно звучит, но все, что связано с Лукашенко и его политикой в последние годы, это невеселые вещи. И действительно, это так. Это видно тоже на примере переговоров с Трампом. Он не будет избавляться от всех тяжеловесов, оставляет их себе на потом, чтобы выдвигать новые, все новые условия. Например, если американцы не смогут ему дать или не захотят ему дать уступок, пойти на уступки по санкциям, по Белкалию, он может, например, вести переговоры в сторону хотя бы приезда Трампа в Минск, о чем тоже он уже говорил, и чтобы Трамп в Минске встретился с Путиным. И тогда за это может увидим на свободе Алеся Беляцкого хотя бы, или Федоту, или Марию Колесникову, Виктора Бабарику и так далее. Это только мои предположения, но просто я пытаюсь сглаживать, как бы собирать эти пазлы, эти элементы в этой, ну, не самой простой обстановке, в которой мы находимся. Дарэчы, вот наш глядач под нікам Осла піша: вельмі крутыя навіны пра палітвязняў, але мяне не адпускае нейкае ліпкае пачуццё нейкай глобальнай падставы. Нібыта Лукашенко і Расія ад гэтага больш выйграюць. Ці згодныя вы з нашим каментатарам, ці сапраўды тут больш ад усёй гэтай сітуацыі выйграюць Лукашенко і Расія, чым той же самы Трамп ці беларуская дэмакратычная супольнасць? Говорить рано, потому что больших уступок со стороны США не было. Санкции по Белави — это первая уступка, конкретная уступка американской стороны. Раньше в большом плюсе, я бы сказал, были американцы до сегодняшней встречи. Если мы помним встречу в июне или раньше освобождение Януковича, там оказывалось, что Лукашенко инвестирует, что он авансом отпускает этих людей. Об этом тоже Лукашенко много раз говорил и жаловался, что это так. Значит, я бы не спешил тут с такими выводами. Я хотел бы вернуться до Калія. Вось вы самі сказали, что відаць, калі там працягнуцца гэтыя перамовы, Лукашенко будзе настойваць на зняцці санкцыйных абмежаваннях з Беларусь Калія. Але што далей? Клайпеда. Мы шмат чулі развагаў прапагандыстаў про тое, а што там тая Літва сама вырашае, што ім з Вашынгтона скажуць, як загадаюць, Трамп скажа: давайте пропускайте Калій беларускі да Клайпеды, а там мы там забяром это ўсё сабе, так яно і будзе. Ці сапраўды так просто вырашаюцца гэтыя пытанні? Не так просто. Мы уже в Центре Восточных исследований несколько раз посмеялись над наивностью, ну, не только пропагандистов, а тоже и людей посерьезнее и в Минске, и в Москве, которые действительно думают, что хватит одного звонка из Вашингтона, звонка в Брюссель, в Варшаву, в Вильнюс или, не знаю, в Ригу, и все решено. Это просто штампировка образцов и механизмов, как это работает в союзном государстве, ну, прежде всего в России и в Беларуси, и на наши европейские или западные условия. Это говорит о отсутствии минимального даже знания про то, как работает Запад. Это очень коллективная структура,
но все члены или компоненты этого коллектива, как на русском, кстати, говорится, как коллективный Запад, но это не означает, что там все сплочено. У каждого есть свое мнение, свои интересы. Ну, если господа в Минске такие рады тому, что посещает их, например, министр Венгрии Сиярто. Позавчера или вчера, скорее всего, была встреча вот Сиярто и заседание комиссии межгосударственной, межправительственной комиссии белорусско-венгерской. Если они такие рады вот этим визитам, они должны понимать, что Сиярто может это делать, несмотря на общую линию Евросоюза. Значит, недостаточно позвонить в Будапешт. У Венгрии есть свои интересы, и это свободная страна. И это работает тоже в другую сторону. Если какая-то страна более скептическая по отношению к Беларуси, как Литва или Польша, она не обязательно сразу подключится к тем же действиям другой страны, даже если она гораздо больше. У Литвы есть свои интересы, есть своя гордость, есть свои власти, и они тоже будут смотреть со своей стороны. Я не ведаю, наколькі ўсё ж таки гэта ў вашай кампетэнцыі, але Каміль, я хацеў бы вярнуцца да тэмы атакі дронаў, якая была ось буквально учора ноччу. І дроны у тым ліку, як мы уже казалі, ляцелі і праз тэрыторыю Беларусі. Нягледзячы на тое, што нібыта беларускі бок вайскоўцы камунікавалі з польскімі вайскоўцамі, інфармацыю перадавалі, але наколькі ўся гэтая сітуацыя наблізіла нас да нейкай канфрантацыі, наколькі пагоршыла адносіны беларуска-польскія, наколькі наблізіла нас да вайны? Я бы не говорил про войну. Я когда говорил про закрытие границы и про Запад 2025, говорил про то, что мы опасаемся провокаций. Пока не видим предпосылок для нападения, нового нападения или нападения в нашу сторону. Продолжается война в Украине, это факт. Она, к сожалению, будет продолжаться, но новых нападений, новых наступлений, предпосылок к этому я не вижу. Будут провокации и будет расти напряженность. Это будет накаляться. И эти дроны, они не приблизили нас к войне, но приблизили нас к пониманию, что мы должны быть бдительны и что мы в крайнем случае в любой день можем опять сдавать экзамен по эффективности. Такой экзамен был у нас вчера, или, скорее всего, позавчера и вчера в ночью. Но такой экзамен по сплоченности, по эффективности, по солидарности НАТО, он может появиться еще не раз и не два. И я думаю, что сознание этого выросло, и тоже я видел много оценок, что мы довольны. Я могу как не военный эксперт, только любительский, как политолог, сказать, что военные сработали хорошо. И, конечно, как гражданин Польши, я чувствую себя безопасно. Я, дарэчы, бачыў такое меркаванне аднаго з ваших калег-палітолагаў, які сказаў, што вот вся эта атака дронамі, якія будуць яшчэ і працягнута, яна найперш скіравана на тое, каб паказаць заходняму грамадству, звычайным людзям, што, маўляў, 5-й артыкул-то не працуе, што калі будзе штосьці сур'ёзнае, то вас кінуць, скажуць: а мы учора Польшу ўжо с НАТО выкрэслілі, яны уже не член НАТО, поэтому мы ж не будем тут за яе заступацца. Ну, как бы такі жарт не вельмі как бы прыемны, канешне, але наколькі сапраўды гэта тактыка, на ваш погляд, ну калі такая тактыка сапраўды абраная Россией, яна можа спрацаваць? Пока не может, и, как я говорю, но это любительская оценка, я не военный эксперт и не военный, не являюсь представителем Генштаба или какого-то вида войск, просто моя оценка со стороны, что это не работает, что наше небо защищено не только польскими летчиками, а вот в этой операции против беспилотников и ракет в ночью с среды по четверг работали тоже и голландские, и итальянские летчики. И это говорит наглядно о том, что мы вместе, это просто работает.
Я зараз не знайду, не памятаю прозвішча таго чыноўніка польскага, які сказаў, што як толькі адбылася гэта атака дронаў, адразу пачаліся атакі інфармацыйныя на польскую інфармацыйную прастору, розныя тролі, боты, як маскоўскія, расійскія, так і лукашэнкаўскія пачалі закидывать сваю інфармацыю, отрабатывать сваю повестку. Ну і вот прадстаўнік польскага, здаецца, міністр інфармацыі, ну могу памыляцца, сказаў, што вельмі актывізаваліся яны і дзесьці, вот як вы лічыце, наколькі гатовае польскае грамадства супрацьстаяць гэтым інфармацыйным атакам расійскіх і лукашэнкаўскіх ботаў и троллей? И тут, конечно, надо постоянно готовиться, улучшать свои возможности, повышать планку. Технологии ведь меняются, и мы не должны считать, что против нас работают лишь смешные пропагандисты, которые говорят странные вещи по телевидению. Против нас задействованы тоже профессиональные тролли, боты, хакеры, программисты, которых и в Беларуси, и в России на хорошем уровне всегда хватало. И отдаем себе отчет, что есть угроза, готовимся. В Польше работает агентство НАСК, государственно-научное, которое занимается мониторингом и защитой польских институтов, польского электронного пространства, так сказать, информационного пространства, от таких фейков, от всяких вбросов. Вчера этого действительно было много. Мне даже и коллеги показывали по мобильникам, пересылали ссылки тоже на разные такие вбросы, чтобы, например, бежать в магазин за спичками, за хлебом и так далее, а вдруг все закроют и так далее. Ну, мы в этом плане на войне и должны понимать, чтобы просто отдавать себе отчет. Ну і на завяршэнне, выбачайце, Каміль, я ведаю, што вы спяшаецеся, але я хацеў бы тут тэму магчымага далучэння Еўрасаюза ці асобных краінаў Еўрасаюза, далучэння іх да гэтага перамоўнага працэсу. Вы ведаеце, што у дэмакратычных сілах у нас ёсць такая пэўная плынь, яны зараз вось нават такую падпісалі агульны мемарандум, стварылі такую сваю альянс тых, хто ставіць на мэту заклікаць еўрапейскіх палітыкаў, каб яны мянялі, можа быць, сваю тактыку, стратэгію, схіляць іх да пачатку перамоваў з лукашэнкаўскім рэжымам дзеля вызвалення палітвязняў. Ну, я кажу найперш там пра Хоміч, Кавалеўскага, Гарбунову, бабарыканцаў на чале з Краўцовым і шэраг іншых ініцыятыў, якія лічаць, што яны павінны даносіць вось такую павестку да еўрапейскіх палітыкаў, ну, каб яны найперш дапамаглі вызваленню палітвязняў і далучыліся да гэтага перамоўнага працэсу. Як вы лічыце, у сённяшніх умовах ці пачуюць вось гэтую групу беларускіх дэмакратаў, ці прыслухаюцца да іх меркавання? События развиваются немножко в направлении, о котором они говорят. Я имею в виду отношения Вашингтона с Минском. Немножко. Это не тот масштаб, чтобы Лукашенко освобождал 200-300 человек, не говоря уже об освобождении всех. Это еще не тот масштаб. Но предпосылок для того, чтобы разговаривать с Лукашенко как с нормальным переговорщиком, который имеет хорошую историю, которому можно верить, где присутствует доверие, где можно о чем-то договориться, кроме освобождения конкретных людей, что самое простое, потому что освобождаются, уезжают, все. Но системные изменения, отказ от репрессий, постоянное, не сиюминутное отсутствие нелегальных мигрантов на нашей границе, это уже другие вещи. И если отсутствует доверие, а оно в Варшаве, в Вильнюсе, в Риге, в других европейских столицах отсутствует все-таки,
Мне верим Лукашенко и его людям, и они нас в этом убеждают постоянно. Но это осложняет этот процесс. Хотя, конечно, если есть возможности освободить людей, в том числе Анджея Почобута, надо ими воспользоваться. Вот здаецца Сікорскі казаў про тое что перамовы ну і как бы спробы вызваліць і Гавала і Пачобута працягваюцца але что вот вы верыце у хуткае вызваленне что і хто зараз вот ну павінен можа зрабіць для гэтага В контексте того, что происходит и что произошло сегодня, я не буду говорить, что стопроцентно невозможно, чтобы какой-то человек вышел на свободу. Ведь на свободе Микола Статкевич сегодня, на свободе с июня Сергей Зяновский. Раньше никто в это не верил, что это будет возможно в ближайшее время. Лукашенко относится к этим людям как к расходному материалу. Если ему это выгодно, он их отпускает. Значит, есть возможности, чтобы отпустил людей. Но поскольку Лукашенко травмирован 20-м годом и не хочет ничего менять, ему хорошо в таком тоталитаризме, который он построил, и его людям тоже там хорошо, в большинстве, я не говорю, что всем, но силовикам стопроцентно хорошо, не думаю, что возможен полноценный диалог. А только полноценный диалог, полный диалог может что-то поменять глубже и шире. Дякую вялікі Ну что ж будем спадзявацца что сапраўды перамовы будуць працягвацца люди будуць выходзіць на свабоду але як слушна заўважаюць іншыя частка дэмакратычных сілаў без спынення рэпрэсій Ну гэта канешне ну, вельмі добра что люди выходзяць але на жаль будуць рэпрэсій працягвацца і будуць на іх месца трапляць новыя палітвязні і як іх выкупляць за что гэта узнікае пытанне Ну тым не менш дзякую вялікі Каміль Дякую. Я нагадаю что з намі на сувязі быў палітолог старшы навуковы супрацоўнік цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Каміль Клысінскі Дзякую яшчэ раз да сустрэчы Жыве Беларусь Живи вечно.